Итак, всем... О-хо-хо, блядь! Всем доброго утра! У нас лесной завтрак туриста. Завтрак веселого туриста. Роман Геннадьевич сегодня сварил нам молочную кашу с маслом. С вермишелью. Скажу, вполне даже съедобно. Чему-то хоть в армии научили кашу готовить. Да, Роман? Или это как правильно? Молочный суп? Суп молочный. Там с какой стороны подойти. Да. Сзади или спереди? Если снизу черпанешь, то это каша. Сверху это суп. Ну вкусно. Вкусно, реально вкусно. Как мы видим, на улице уже светло. Не светает, а уже светло. 8 часов есть. Вчера в это время были на льду. Но на это были небольшие причины, потому что рано-рано утром поехал, попил Чайковского. Я с 3 часов утра уже думал об этом. Думаю, очень круто. И как бы есть риск, что даже на тормозах гусеница пойдет юзом, и прямо там стоит дерево. И был у меня уже такой опыт, что я на 15-м, на первом урагане получилась авария, кувыркнулся. Такой же резкий спуск, я руль вырулил. И кувырком пошел, 2 корыта на меня, ногу повредил тогда. И чтобы такого не было, я решил сегодня сделать дорогу в обход, где более пологий спуск, где мы делали прошлый год. Пол дороги сделал, и все. Не нашел, короче, эту дорогу, там бурелом, чепыжник. В общем, я понял, что потеряю полдня, развернулся и вернулся обратно. Дорогу сделать не получилось. Вот, тем временем вот ребята приготовили завтрак. Завтракаем сегодня с небольшим опозданием. Уезжаем. По плану Сергея говорит, 2 места надо еще проверить. Да там не 2, наверное, мы успеем. Вчера там много времени потеряли на эти завалы, переходы, разведки. Сегодня-то прямым ходом пойдем, все, до места. Посмотрим. Где остановились, думаю, там остановимся и оттуда потом пойдем. Да? Там черные не обловили. Ну, немножко-то. выше можно, да? Как бы хочется еще там все, где крупных поймали, вдруг там еще что-то какой-то Давай. дундук. Серега об этом же говорил. Вдруг он вчерашний, которого вот Рома это... Да. А, то, что я останусь там? Мы хотели напрямую туда, Серега говорит, не получится, наверное. Он вчера видел поклевку. Да. Поклевку-то ладно, вчера скот был уколотый, может мы его не поймали. Рома сказал, вес хороший был. Есть надежда, да? Конечно. Там еще до этого, лунок 20 можно еще бурнуть вверх. Больше их 20. До завала. Там до завала можно рыбачить. Там еще завал, наверное, тоже тут завалило опять. Береза-то, которая была на Прошлый год, завал был. Завалов с каждым годом больше и больше. Все, говорит, виноваты бобры. Надо. Будет день, будет пища. Пока завтракаем. И встречаемся на льду. В принципе, все готово. Конь прогрет, заправлен. Заправимся сами и вперед. Ну вот и все готово. Готовы все? Телефон не взял? Взял, да? А вот я свой не буду брать. Удочки высушили, все готово. Сейчас начнется аттракцион высокие горки. В общем, вот такая вот высокая гора. И сейчас мы будем спускаться, но как бы включили страховку. Это вот такая вот страховочка. Сейчас будем как ее играть, в домино. Друг за другом держитесь. Детка за репку, репка за бабку и все такое. Сейчас будем пробовать. Да.
надо. Если заранее нажимать тормоза, ну, сдалека, ничего не будет. Там, конечно, он разогнался, видимо, и тормоза нажал, а уже... А там тормозов у него не было. Даже не держали тебя! Подержал. Вот здесь вот вертикальный спуск. Опа, опа, опа. И вот тут вот прямо по курсу сразу дерево. Вот самый опасный участок. Если без тормозов, то сразу можно въехать сюда. Все, можно отцеплять. Он самый опасный, вот как бы сюда. Не держали? Вот и все, вот мы и на реке. А здесь по утоптанной дороге уже рванем. Порвалась? Проволока порвалась? Хреново. Да. Вот такие вот завалы. Вот такие вот завалы приходится преодолевать. Этого завала прошлый год еще не было. Нахерачило, нанесло. И
каждым годом сейчас будет здесь больше, больше и больше. Чёртовы бобры, блин. Оборвалась проволока, за которой держался второй прицеп. Будем что-то думать. Откопали вставную удочку, что вчера бросал. Вон. Малек до сих пор живой. Так что отпускаем его в свободное плавание, если выживет. Щуки здесь нету. И окуня. Никого здесь нет. Едем дальше. Сейчас покажу, какую сцепку сделали. О, дай волю, все переломают. Вон, сломалась дужка. В итоге придумали вот такую сцепку. Хорошо, что с собой были кольца, и стало лучше, чем было, да? Ну, крепко сейчас идет. Ну, а так бы на веревке она гуляла вот на этих поворотах бы. Нормально. Еще покатаемся. Хорошо, когда дорога уже пробитая. Приехали, друзья, на то место, откуда вчера выезжали. Бурим старые лунки. Будем пробовать. Погода вообще шикарная. Скорее всего, подморозило, потому что я что-то не взял балаклаву. А нет, 15 градусов. 16, минус 16 градусов. Но заметно прохладнее, чем вчера, да? Вчера-то где-то градусов, наверное, 8-9 было. Под вечер только подморозило. Ну что, начинаем рыбалку. Сегодня подморозило, сегодня, по идее, должен лучше клевать. По всем правилам. Так. Так. Попробуем новую удочку, новые мормышки. Вот такая вот мормышечка Василия Чупина. Кивок здесь, правда, конечно, никуда не годится. Вот такой говно кивок. Не знаю, да? Не, фигня какая-то. Полная, кстати. Кивка нет, Серег, запасного? Есть. Хороший, силиконовый. Не знаю, не проверял. О, смотри, какой говно кивок. Ладно, что есть, то есть. Есть начало. Друзья, есть начало. Сработала нимфа. Нормально. Нормально. Только что плохо, то что мормышка легкая, как бы надо тяжелее. И плохо тонет. Придется, наверное, поменять. Тем более мороз. Лунки замерзают сразу. И нужна тяжелая, как бы, мормышка. В общем, я пока искал глубину, сразу последовала поклевка на нимфу. И вот такой хариус-червячок. Вчера здесь вечером напоследок тоже был пойман хариус. Хапнул сразу. Я еще толком глубину не нашел. Вот так вот. Искал глубину. Так как мормышка легкая, тяжело найти ее. Ой, легкая, наоборот, мормышка. Тяжело глубину найти. Пока искал, смотрю, у меня уже он сразу повесился. Это хорошо. Енскадан. Это очень хорошо. Это даже... Там Ромка пробурил тоже, да? Где там? Там, да. Выше. Ну вот. Сегодня, не знаю, камера замерзать, наверное, будет. Много поснимать навряд ли получится. Что-то она мороз не хочет работать.
Один-одинешенек. Ладно, пойдем другую лунку посмотрим. Да. С этой мормышкой хорошо рыбачить только в теплую погоду, когда лунки не замерзают. А так, чем тяжелее мормышка, тем лучше. Ну ладно, опарыша насажена. Немного порыбачу. Или поставлю как вставную и попробую пробуриться вот до поворота хотя бы. Здесь тоже бывали поклевки раньше. В общем, будем пробовать. Это оставлю как вставную и будем бурить новые лунки. Так вот. Ловись, рыбка. Малая велика. Вот так вот, так вот, вот так вот, так вот ловись. Вот так вот, так вот. Оставляю, чтобы скоро видеть вот такую вот картину. Будем надеяться. Сами будем дальше буриться. Я запах аж до сюда зашел. Харюса? Но ветер оттуда чуть-чуть, видимо, идет. Ну да. Зимой он, мне кажется, более ароматный такой, да? Летом не так пахнет. Ну. Или то, что он с лесной речки, может, на Печоре не так пахнет. Да не, зимой на Печоре тоже хорошо пахнет. Так, где Роман Бур наш? Вот он. А, нет, вот он. Вон палка. Будем буриться. Так, у нас плюс еще один харюс. На этот раз отличился Роман. Вот. Мормушку, нимфу? Нимфу тоже, да? Верхнюю. Чутка поменьше. Ну ничего, такой красавец. С икрой пузатый. О, Санек! Каждому по одному уже. Нормальное начало. А ты говоришь, первая лунка. Несчастье. А я не первая, я вторая. Да? Вон. Вторая лунка. Осталось Сереге обрыбиться и будет все окей. Эти все продырявил, да, лунки? Где? Здесь. Да. Ладно, пойду новые пробурю. Так, ну что. Первые поклевки с самого начала. Буквально хариус на первой же лунке. Потом 2 хариуса у Санька, 2 хариуса Ромка поймал, Серега поймал. 6 штук сразу же буквально по вчерашним лункам обнадежили. В общем, решили пробурить старые вчерашние лунки. Это около больше 50 по-любому. Вот. Лунок 60-70, наверное. Вот до поворота. Где-то через каждые 5-6 метров. И за поворотом еще там в 2 ряда в некоторых местах. В общем, вскрыли все вчерашние лунки. Ромка тут прошелся ледобуром. И я буквально по полминутки, по 3-4 заброса прошелся до конца. Вот она, последняя лунка пробуренная. Дальше до поворота вчера не бурили, потому что обычно на этом повороте не ловится рыба. Не знаю почему, хотя и глубина есть. Но обычно редко-редко, когда бывает поклевка здесь. И все, и ни одной поклевки. Прошел все лунки. Был один единственный сход. Хороший удар такой был. Где-то на полкило, не меньше хариус. Но зацепилась нимфа или мормышка. Облет. В общем, хариус ушел. Одна единственная поклевка и все. Так что рано радовались. Я-то думал, все похолодало, подморозило. Хариус стал активный. Хариус-то может быть активный, но просто здесь его нет. Так что не будем больше терять времени. Погода прекрасная, ветра нету. Морозит, прохладно. В общем, поедем дальше на новые места. Будем искать. Эту хитрюгу надо искать. Если найдем, то поймаем. Потому что сегодня вроде бы он не выеживается. Берет сразу бам. Только его надо найти. Здесь, походу, на этом плесе, как ни странно, его нет. Что было, поймали. Ну, а что нет, что ты поймаешь? Камеру не отпускаю, потому что смысла нет. Вчера посмотрели, хариуса не было. Мороз тоже не очень-то приятно с ним возиться. Все, сворачиваем удочки. Вон Роман, впереди Саня с Серегой. Поедем на новые места. Да, чтобы вода не попадала. Так, ну что, прибыли на еще одно, как мы думали, перспективное место, потому что на этом месте
прошлый год рыба была, рыба ловилась. Пробурили вот уже где-то около 15-20 лунок. И ни одной поклевки. Достали камеру Калипсо. И давайте посмотрим, что нам покажет подводный мир. Перспективное место. Сейчас посмотрим. Какое-то место хорошее, нехорошее. Есть рыба, нету. Так. Ну-ка, дай-ка. Давай-ка. Давайте посмотрим вместе. Включим запись. Включаем. Включим запись. И смотрим. Так, что у нас тут? Дно. Дно камушки. Прозрак обалденный. Рыбы не видать. Рыбы не видать. Дали там нет? Нет. Видишь, как от лунок освещает. Угу. Где лунка, там вообще. Но рыбы нет. Здесь рыбы нет. Где есть, она есть, сразу видно. Так, где у нас еще лунки свободные? Да. Просто такое предположение, что рыба где-то тусуется в определенных местах, ее надо найти. Движения рыбы пока нету. Может на ямках, может где-то, хрен его знает, под корягами. Но то, что она небольшими стайками и поодиночке, это точно. 2-3 подряд еще не ловили, да? Сегодня нет. Одного за одним? Сегодня-то нет, вчера-то, да? Ну, я говорю, не так, чтобы вот как раньше, 5-6 десяток там, блин. Такого нет, рыба не кучкуется. И как мы видим, здесь пусто. Сама рыба, аппетит как бы есть, потому что сегодня рыба берет хорошо. То, что вот поймали, бьет сразу. Сходу у меня был тоже крупненький, ударил сразу. Только надо ее искать и найти. Может, стоит поискать в тех местах, где обычно ее не бывает, потому что на перспективных местах, где раньше ловили, ее нет. Может, игра наоборот у них? Нету? Нету. Ладно, вот эти лунки еще давайте посмотрю. И не будем терять время, поедем дальше. Будем искать, что теперь. Кто ищет, тот всегда найдет. Была бы рыба, она уже ударила, я так думаю. Нету рыбы. Здесь рыбы нет. Хотя место хорошее. Чтобы здесь не было рыбы, такого практически не бывало. Но в этом году, как мы видим, здесь рыбы нет, так что не будем тратить аккумулятор, карту памяти и все такое. Камеру выключаем. Мы еще немного посмотрим. Вот эти 3 луночки осталось. Если никого видно не будет, то и включать больше не будет. Если, конечно же, увидим кого-нибудь, сделаем включение. Не, пора и GoPro выключать по ходу. Вот такая вот красота при поездке по Пухляку. Все в снегу. Вот я вот полностью в снегу. Санек так себе. У Сереги тоже толком не прилипает. А Рома зато он чистенький, блядь. Серега тоже, смотри, не прилипает. Зато он вытряхнулся только что. Зато у меня он. Все. Как мы видим, развернулись. Дальше не поедем. Потому что мы сейчас проехали уйму, кучу целых необуренных, перспективных как бы мест. И до вечера нам вот так вот хватит нарыбачиться. Будем пробовать. Начинаем отсюда и в обратную сторону пойдем буриться. Как-то вот так. Прошлый год это местечко нам рыбку дало. Санек тут оковалков натаскал. Я тоже немножко подергал. А вы не помню, здесь рыбачили, нет? Тоже, наверное, на какой-то день, да, останавливались, да? Не, вроде бы не рыбачили. Что, не бурит? Да замерзли ножи, наверное, просто. Не, я сейчас это землю, сейчас будем ножи менять. О, хоть возле глушителя хоть погреться.
Мороз якутский, минус 15. Они над нашим минус 40 смеются, блин. Да? Конечно, у нас, говорит, 40 мы греемся, а так минус 50, 60, блин. Ну, мы не виноваты. Было бы у нас 50-60. Приезжайте к нам на юга. Да. Обыд. Это мне? А ведь ветчину тоже нарезали. А что, 50 капель не взял, да, Ром? Не. Сегодня в сухую, вот и не клюет. Ладно, парни. Серега, они не пьют от слова совсем. Глядя на них, и я испортился. А что, спрашиваем, почему не клюет? А как вот такое мороженое грызть, а? Почему? А, замерзло. Хлеб где был? В рюкзаке кофе. Новое место, которое мы считали тоже перспективным. Вот закинули 5 удочек. Мы еще не бурились даже. Пока ни одной поклевки. Сейчас перекусим. И погода такая классная, да? И начало было изумительное. Хлоп-хлоп-хлоп. А потом как-то все остановилось. Может быть, вечерком что-то шевельнется. Вечерний клев. Только нам сильно до вечера-то тоже нечего тянуть, да? Хотя бы по светлу в избу приехать. Там до 9-то приедем домой. Если мы... Ну, да. Раньше. Часиков 7 уж дома будем. Там дела. Сейчас 12, да? Обед. Вчера во сколько обедали? Раньше? Раньше, где-то 10:30, что ли, было. Колбаса еще есть, колбасу нарезать надо. Сосиски. У меня дети их Дай бог будет повторение прошлогоднее здесь. Будет хорошо. Не будет, ничего страшного. Будет в следующий раз. Да. Майонез что-то очень странное. Замерз, но больше, наверное, какой-то творожный мак накрыть. Какой вкусный чай на природе. Дома он не такой вкусный, да? Тоже нормально. Да, с бутиками вот такими. А если еще бы на костре он был, с дымком, вообще шикарно. Раньше, да, Сань? Финскую свечу, Да, колбасу, сало жарили, Я блин. говорю, время хватало, сейчас вообще не хватает времени. Что-то обленились вообще. Значит, обед, час-полтора сидим возле костра, балдеем, блин. А сейчас что-то все бегом, поездках, блин. Ну, день, согласись, все равно короткий еще очень. Еще бы. Через месяц уже будет капитально там. Март это уже, да, будет темнеть, Плюс- когда 6-7 будет темнеть, уже красота начнется. Плюс 2 часа к общему времени. А так что-то пока не успеваешь. А январь только вышел, уже заходить надо. Жаловаться нечего, без рыбы домой не приедем. Свежатинки поймали, разведку сделали, дорогу самое главное пробили. Не крупный, но... Утащил. Да. Перчатка, главный рыбачить, сошел в лунку и как успел. А он тут уже голова-то торчала. О. Справился, молодец. Кутопы. Не, сначала это тупанул, да, сначала, блин, на секунду, потом только перчатку скинул, блин. Не, ради такого-то можно нырнуть. Сколько удочка стояла, да, как будто нет рыбы. Ну. О, Санек еще отличился. Сереге попался хитрый хариус, который уже 3-й раз пытается все его
наколоть. Нехитрые уже на льду лежат. Нехитрых вон, уже выдернули после обеда. Раз, два, три, четыре. С четвертого уже Серега крупного этого с лунки выдернул. Вот и Роман с Хариусом идет. О. Но не кило. Полкило, но грамм 450. Но не кило. 227. Красавчик. На последней лунке? На предпоследний. Предпоследняя. Он сделал тут, взорвал весь плес. Лунок 30, наверное. И на предпоследней лунке. Я тоже прошелся с удочкой туда-сюда. В общем, мне не клюнуло. Ни одной поклевки. Поставил удочку. И так как Серега говорит, поклевки есть, глянь камеру, достанем камеру Калипсо и посмотрим, что там подо льдом. Мы узнаем, мы увидим подводный мир. О, камера Калипсо, если не замерзла. Включаем. Так, и сразу же включаем запись. Включаем. Так. Смотрим. Смотрим. Сережка сказала, что здесь кто-то клювал. С клювом. О, вот он. Ушел. Был, да? Проплыл, где-то видел здесь, да? От камеры. Камера запотевшая, видать. Видимость 0. Сейчас надо потереть. Видать, там лед. Ну, кого-то я видел. Там проплыл. Не крупный, но проплыл. Ну-ка, так лучше видно. Вот так лучше видно. Да не вижу. Отсвечивает мне. О. Так. Один дрищ-пакет там дриснул. Был один. И проплыл. Он не стоит, он просто двигается, получается. Так. Здесь никого. Здесь никого. Он от камеры, наверное, шуганулся. Не. Здесь никого. Так, здесь. Сейчас я все лунки посмотрю, ну. Здесь тоже никого. Сейчас пройдусь, если рыбу не видим, поедем ниже. Здесь что, поймали, да? Получается 5 штук. Ну что, не зря приезжали. Перекусили. Что, клевало, Ром? Да ну на. И здесь никого. Рыбы нет, по крайней мере, кучами точно не ходят. Может, одиночки где-то и проплывают, вот на них нарвешься, они клюнут. Да? Тащи. О, красота. А когда глянем, есть там еще что-то, нет? На нимфу. От Сани Мазая. Саня, если смотришь видео, спасибо тебе. Синька, да? Синька. Синенькая, да, давал, подгонял нам и Саньке, и мне такие нимфочки симпатичные. Александр Мазай. Так, я пока ничего не вижу. Ладно. Рыбачь дальше. Да, хотя бы меня обмануть, сказал бы там, рыба тьма, рыбач. Не, сказал бы. Серег, тут можешь не рыбачить, тут рыбы нету. А тут действительно это бугорок какой-то, на него попали. Вокруг глубоко, а тут на бугорок попали. Вот здесь вот я, да? Да. Мелко, да? Ну да, вокруг нормально как бы, а там мелко. За ним за полунку пройди. А я и что хочу, иду и... Камерой пробиваю лед уже, да? Да. Где с камеры лед пробивает, мне не надо пробивать, я буду за ним идти. Так, что-то я никого не вижу. Ладно, смотрим еще эту лунку. Если рыбу не увижу, будем выключать камеры,
чтобы просто так не тратить. Вот тут немножко дно другое, видите, вот растительность всякая такая интересная, вот всякая такая вот коряги. О, это что стоит? А, гальяны стоят. Вот тут куча травы, и за кучей травой стоят 1, 2, 3 гальяна. Три гальяна стоят. 3 кота. О. Гальянчики. На пол воды, главное, стоят. Вон. Течение колбасит. А рыбы нет. 3 малявки стоят. Ну а что, тебе не рыба, что ли? Ладно. Не, в смысле, говорю, хариуса нету. Сейчас будут клювать, наверное, эти мальки, нет? Так, ладно, выключаем камеру, а то... А, руки уже замерзли. Выключаем. А сами мы еще посмотрим. GoPro сейчас тоже выключим. До первой поклевки. В общем, приехали на место. Обурили, обловили. Санек поймал одного хариуса. Вообще остановились. Час потеряли. Ни одной поклевки. А Роме кричу: заводи. Рома завел букс. Думаю, кину еще раз. А, вот он. Вот он, друзья, вот он. Вот он. Не крупный, но долгожданный. И очень приятный. Вообще класс. Запах от него просто обалденный. Просто супер. Супер. Вот только завели, начал тарахтеть, и пошла поклевка. Так что попробуем еще. Попал опять же на нимфу. Новое место нам подарило уже 2 хариуса. Главное, сначала тишина. Пробурили лунка. 2, 3, 4. Вообще не поклевки. Пошел бурить ту лунку. И одновременно 1 и 2 поклевка. 2 удочки клюнули сразу. Видать, от того, что от бурения шуганул туда, получается, что-то здесь на этом месте есть. Вон. Санек выдернул. И Роман. Он тоже. Вот. Потихонечку так и наскребем. Все, Роман, иди. Возьми буру, ребят, который поострее тогда. Что, все равно сейчас... А? Тоже тупой. Ножи затупили, еле бурит. Еще один, друзья. Еще один. Еще один красавчик. Ну, шевельнись, а то подумают, что я тебя подвесил. Вот такой вот. Не крупный, но до ужаса приятный, потому что это уже последнее место, наверное. Начало темнеть уже. Скоро будем выдвигаться до дому. Третий хариус получается на этом месте. Серега, осталось тебе еще вытащить. Твоя очередь. Да. Твой выход. Опять же на нимфу. Все-таки нимфу почему-то любят больше. Как ни крути, у них активности, хоть и берет сразу, говорим, а походу не такая еще активность, блин. Не знаю. Посмотрим. 14:47. 14:47. А вчера до 4 рыбачили. Да. Так что еще час у нас. На одном месте 3 штучки, на другом месте 3 штучки. В общем, остановились еще на одном месте. По пути домой уже пробурили первые лунки. Пробуем. Дай бог, если с каждого места будем по 3 штучки, это будет хорошо. Правда, времени остается все меньше и меньше уже. 4-й час пошел, да, Сань, уже? Вчера рыбачили до 4, да? Без 5-4. Без 5-4 вы.
Сегодня 6 минут. 6 минут 4. Минут 50 еще есть. Лунку окуни теперь в воду, Ром. Должно это отойти. Не хотят. Всё, дно. Бревно, наверное. Еще одна лунка. Хариус рыба непредсказуемая. Может быть там, где даже его не ожидаешь совсем. Что там было-то? Хуй я знаю, что там было. Я иду, что ли, бля, если бы я знал. Пока нет. Сказал бы. Пока тишина. Ладно, будем буриться, пробовать до первой поклевки. Обурим, друзья, еще одно место. Проехали где-то метров 500, нашли такой вот поворотик. Глубина ровная, подо льдом где-то около метра по всему повороту. Пробурили лунок 15. Тоже тишина. В общем, решили дальше уже никуда не останавливаться. Прямым ходом ехать до избы. По светлому надо успеть поднять буксировщик, корыто и все такое. Потому что по темноте это будет делать сложно. Все, проверяю предпоследнюю лунку. Последняя вот та, недобуренная, буквально 2 раза крутануть. И все на сегодня, пожалуй. Давай напоследок еще красавца Хариуса. Чего-чего? Чего-чего? Ничего. Ромабур пробури, да убери, пожалуйста. Все. Завершающий штрих. Потихонечку нацарапали. Сейчас раскидаем все и посмотрим, что мы поймали сегодня, что мы поймали за 2 дня, вчерашний и сегодняшний. То, что сейчас не ловится, это не значит, что здесь рыбы нет. Может быть, ее, да. О, поглубже уже спад получается. Место хорошее. В следующий раз, если когда приедем, обязательно здесь остановлюсь. И еще раз проверим. Возможно, сейчас не клюет. А в следующий раз приедешь, сюда подплывет стайка. Всякое бывает. Бывает, день не клюет, на второй день на том же месте просто можно надергать неплохо. Это у нас получается начало февраля, да, 5 число. Пока приедем домой, пока отдохнем. Завтра надо в Ухту съездить по делам. 2 дня монтаж примерно. Где-то дня через 4 будет 5 максимум следующая рыбалка. Ну все, пошли смотреть наш улов сегодняшний. Так, ну вот и наше традиционное подведение итогов. Все, буры свернули, сматываем удочки. И, как говорится, не у страха глаза велики, а ожидаемое, получается, превосходит действительно. Я вам говорил, сегодня штук больше, туда-сюда. Не-не-не, вон. Вот весь наш улов. Вчера было 22, сегодня 21. Не 21, а 21. Самый крупный вот такой. Вчера был экземпляр крупнее этого и еще покрупнее был. И вообще вчера было 22, но было покрупнее. Где-то килограмма на 1,5 вчера, получается, все равно было больше, да, общий улов примерно. Вот. Ну да, не пусто, и то хорошо. Что, нормально? Нормально. А за 2 дня вообще будет такая куча здоровая. А на 4 части раскидаем, вообще будет маленькая кучка. Нормально, не пусто, и то хорошо. На свежую засолку будет. Да, и на жареху, и на малосолку все будет. Так что сегодня вечерком
Будет вкусняшка, будет. Мы на гаче ту штуку ты. Да, 2 дня поставал. Что, погнали? Да? Поехали. Штурмовой, друзья, подъем с 2 санями. Не смогла. Стой, стой! Сам встань! Давай! Стой, стой, герой! Ну, почти что получилось. Фу. Не знаю, передает ли камера этот подъем, но поверьте, друзья, это очень и очень круто. И то, что мы преодолели этот крутой подъем, тоже действительно очень и очень круто. Пустой я вчера залетел легко, а с 2 санями, как бы, получается, эти 2 саней, они придерживают, где надо и где не надо. И, ну, залетели, да? Да. Нормально. Если я был бы один, допустим, с таким грузом, я бы просто где не поднялся, крутой прошел, и веревкой также бы поднял. Да, и бы, всё. да, конечно. Так что все, раскидываем рыбу, собираем вещи. Чай, если остался, по глоточку чая и до машины. Сейчас мы посмотрим, что там раскидали. О, получилось вот такие вот
4 могучие кучки. Ну, нормально, есть и на малозолочку, есть и вот самый главный оковалок. И кучки поменьше. Так, Ну, нормально. Ром отворачивайся. Ладно, сзади нам будет вот эта кучка. С оковалком. Да. Ром, поворачивайся. Так, Это кому куча? Папе. папе. Это кому куча? Йоге. Все понятно. Это Роману. Все, крайние тогда, Рома. Крайние ваши, да? А пакет, где у тебя пакет? Пакет аккуратно складывай, только чтобы хвостами не порвали. А? Уже порванный? Ну блин. Ну ладно, сейчас придумаем. Или ведро сложить может? 20, она чисто из-под воды. А, да, нет. Так. Все. Все, да, что? Осталось немножко. Пару штрихов. Все. Матрас уже повесили. Мусор убрали, это мы увезем. Баночки, скляночки, все. За столом переберемся. Ну и все. Самое неприятное вот во всей этой рыбалке — это сборы. Приходишь с таким настроением, ожиданием, как все впереди. А тут одна ночевка и опять эти сборы, ехать домой. Ну, ничего страшного. Дома долго сидеть не будем. Скоро приедем. Так что надолго не прощаемся. В общем, уезжаем, едем домой. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Комирбак. Всем пока. Ну, до свидания, Божечка. Приехали мы домой. Это что такое за сила такая у него? Там 4 положения яркости. Ярко светит, да? Ого. Все, готовы? След росомахи. Росомаха ведь, да? Вон круглый. Не волк, и где-то не волчьи следы. Только-только, да, прошел? Да, получается. Вон, свежайшие следы. Вон. Росомаха это, вон. Вот оно идет. Росомаха.